Почти 80 лет назад по необоснованному обвинению был приговорен к высшей мере наказания выдающийся сын якутского народа, общественный политический деятель, один из основателей автономной Якутии, председатель Совета народных комиссаров Якутской АССР Степан Максимович Аржаков. Приговор привели в исполнение в мае 1942 года, на 43-м году жизни Степана Максимовича. Несмотря на короткую жизнь, он внес неоценимый вклад и сделал шаги, решающие исход истории всей Якутии. В каждом народе есть такие люди, которые ценой своей жизни борются за справедливость, свободу своего народа, работают и трудятся во благо процветания родного края. Одним из таких людей и является Степан Максимович. Известный революционер, партийный и хозяйственный деятель, один из основателей автономии в Якутии, Степан Аржаков родился 10 ноября 1899 года в семье чернорабочего в Вилюйске. Он с 8 лет начал обучение в местной церковно-приходской школе, затем в 1915 году закончил Вилюйское высшее начальное училище, а в 1918-м – Якутскую учительскую семинарию. В Якутске он познакомился со ссыльными революционерами, был принят в нелегальный кружок Ярославского. Здесь он подружился с Платоном Аюнским, Максимом Амосовым, Исидором Бараховым и другими. Серго Орджоникидзе, Григорий Петровский, Емельян Ярославский воспитывали членов подпольного кружка в духе пролетарского интернационализма, в духе большевизма. В феврале 1917 года Степан Аржаков становится членом Якутской объединенной организации РСДРП, ее революционной фракции. Через месяц Аржаков выезжает в родной Вилюйск для участия в организации советов депутатов местных чернорабочих. Вместе со своим учителем Петром Хрисанфовичем Староватовым создали союз вилюйских чернорабочих и сезонных плотников. Этот союз стал первой революционной организацией в округе. Степану Аржакову тогда было всего 18 лет. Тогда же указом Центра Сибири он был назначен комиссаром Вилюйского уезда. Именно в это время открылись его блестящие организаторские возможности, его дальновидность как руководителя. В августе 1918 года состоялось временное падение советской власти в Якутии. Тогда Степан Аржаков был вынужден бежать с товарищами в Советскую Россию, но по дороге в Алекминском Улусе Степан Максимович был пойман и арестован бандой белых. Его заключили в якутскую тюрьму, но, к счастью, в декабре 1919 года окончательно установившаяся советская власть освобождает Степана Аржакова. Поначалу он назначается уполномоченным по организации советской власти в Вилюйском уезде. Затем его назначают председателем Якутской губернской следственной комиссии, уполномоченным губернского продовольственного комитета в Вилюйском уезде. Осенью 1920 года Аржаков был командирован на учебу в Коммунистический университет имени Якова Свердлова в Москве. Здесь им был организован при Народном комиссариате национальностей якутский отдел, которым он стал заведовать. Именно в эти годы вместе с Платоном Аюнским Степан Аржаков участвует в разработке документа огромной политической и правовой значимости – Декларации прав и обязанностей трудящихся Якутской АССР. Вернувшись на родину, он принимает самое активное участие в гражданской войне. В
В 1921-22 годах работает заведующим отделом советского управления, а потом командируется чрезвычайным уполномоченным ГУП-ревкома и ГУПкома партии в Восточных Улусах Якутии, уполномоченным ГУП ЧК и начальником особого отдела при сводном отряде в селе Амга. С июня 1922 года Аржаков был утвержден членом Ревкома, работал народным комиссаром внутренних дел, начальником Якутского областного отдела ГПУ. С июня по декабрь 1924 года исполнял обязанности председателя Совета народных комиссаров Якутской АССР. До 1926 года работал народным комиссаром внутренней торговли и с перерывами секретарем Якутского обкома партии. Много сил и энергии Аржаков отдал развитию государственности в Якутии. Так, еще в 1921 году он вынес на обсуждение коллегии Наркомнатса проект об автономии Якутии. Он является инициатором создания автономии государственности нашей республики еще в далеком 1920 году. В декабре месяце он поднял этот вопрос. И спустя 2 года наша республика получила автономию и свою государственность. Он работал в наркомнации у Сталина Иосифа Виссарионовича и несколько раз с ним встречался именно по этому вопросу. Он выступал на нескольких заседаниях наркомнаса с вопросом о придании статуса автономии нашей Якутии, нашей республики. В 1926-30 годах Степан Аржаков учился в Московском промышленно-экономическом институте и одним из первых якутских руководителей получил высшее экономическое образование. С 1932 года Степан Максимович работает наркомом земледелия. Он является одним из создателей колхозов, машино-тракторных станций. Много было им сделано по укреплению их материально-технической базы. Имея за плечами большой опыт руководящей работы, Степан Аржаков, находясь на посту Народного комиссара земледелия Якутской АССР, смог проделать огромную работу по становлению в Якутии колхозного движения и техническому перевооружению аграрного комплекса республики. Так, в середине 1937 года в республике насчитывалось 1255 коллективных хозяйств, в которые вошли 16,5 тысяч хозяйств, практически 80% всех крестьянских хозяйств Якутии. Если в 1932 году в сельском хозяйстве республики имелось 153 трактора и 3 грузовых автомобиля, то в 1937 году парк сельскохозяйственной техники вырос до 422 тракторов, 117 автомобилей, появилось 48 зерноуборочных комбайнов. Посевные площади выросли с 71 тысячи гектаров в 1932 году до 100 тысяч гектаров в 1937 году. Валовый сбор зерновых, соответственно, увеличился с 53,5 тысяч в 1932 году до 79,5 тысяч тонн в 1937 году. По инициативе Степана Аржакова в 1934 году впервые были проведены Всеякутский съезд земельных работников, Республиканский слет колхозников-ударников и Всеякутская сельскохозяйственная выставка. В роковом 1938 году началась кампания борьбы с вредителями и врагами народа. В Якутии, связанная с семенами Максима Амосова, Платона Юнского, Исидора Барахова, Степана Васильева. Степан Максимович Аржаков сразу же подвергся оголтелой травле и критике. В феврале 1939 года он был арестован по необоснованному обвинению, исключен из партии как враг народа. В мае 1940 года в группе из 16 человек был приговорен к расстрелу, но дело было передано в особое производство, и в мае 1941 года его приговаривают к 8 годам заключения в исправительно-трудовом лагере поселка Певек на Чукотке, в руднике Валькумей.
В январе 1942 года его снова заключают в следственный изолятор Чаунского районного отдела НКВД и 5 марта приговаривают к высшей мере наказания – расстрелу. 17 мая приговор был приведен в исполнение. В 1956 году Верховным судом Якутской АССР Степан Максимович Аржаков был посмертно реабилитирован. Вдова Аржакова Варвара Ивановна в девичестве Бубякина вырастила 3 детей, дала им возможность получить образование. Старшая дочь Клара Степановна работала в областной партийной организации, Аида Степановна – врач, младший сын Галилей Степанович работал главным инженером крупного машиностроительного завода в городе Новосибирске. Несмотря на все, что им пережито, он был очень прямым, очень любил детей, он нас очень любил, вот 3. И маму, бабушки с большим, маминой маме, Клеопатре Николаевне, относился с большим уважением. Так что мы жили в условиях хорошего внимания к нам со стороны всех родных и близких. И папиного брата Яшу, и маминого брата Василия. Все жили очень дружно. Все были дружны. Экономической, социальной, культурной жизни. 27 сентября 2019 года, в День государственности республики, торжественно открыли сквер имени Степана Аржакова. В мероприятии приняли участие руководство республики, делегация из Вилюйского улуса, общественность. Также на открытие памятника приехала дочь и внук Галилея Степановича Юлия, Александр Усик. Сегодня мне представилась большая честь представлять семью Аржаковых на этом знаменательном событии. Степана Максимовича в семье чтут и помнят, гордятся его достижениями, его вкладом в развитие родной республики. Также в семье всегда почитали и уважали его человеческие качества. Ну вот по воспоминаниям его отца, Галилея Степановича, несмотря на всю свою занятость, он все равно находил время, чтобы провести его с детьми. В семье всегда было уважение, взаимопонимание, что, в принципе, передалось и вот дальнейшим поколениям. Постоянная связь семьи, связь поколений, и всегда Степан Максимович являлся примером. Примером мужества, примером стойкости, следования своим идеалам, уважения, доброты, жизнелюбия. В Якутии чтят имя Степана Аржакова. Его именем названы улицы в Якутске и Вилюйске. Много лет по реке Лени курсировал пассажирский теплоход «Степан Аржаков» из Якутска в Нижний Бестях. В селе Чинеке и в Вилюйске были воздвигнуты памятники. А в этом году в честь 120-летия видного государственного деятеля построили сквер и поставили памятник и в городе Якутске. Автором памятника является скульптор, председатель Творческого союза художников Республики Саха-Якутия, народный художник Якутии, доцент кафедры архитектуры Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова Афанасий Романов. Занялся я этой темой в 2014 году, когда делал памятник в Вилюйске. Фотографию использовал, вот, где он снят с Аюнским, там еще ребята. И все они там штатские. Аюнские кепочки, каких-то они в гражданских курточках. А Аржаков посередине, и он весь военный такой. Кожаные куртки, фуражки, в сапогах
Холмов. И все-таки образ такого борца за справедливость он должен быть. В наше время, когда достаточно несправедливости, я его как задумал, сделал 2 месяца только. Там никаких не было препон, он делался легко как-то. Легко делался, и вот как песня поется. Деятельность Степана Максимовича Аржакова, Платона Аюнского и Сидора Барахова на государственном поприще, их принципиальность и целеустремленность вызывает восхищение и уважение сегодняшнего поколения. Они являются символами самоотверженности, преданности и любви к народу. К сожалению, судьба молодых руководителей сложилась трагически. Сегодня наш долг – чтить память и напоминать об этом молодежи. Степан Аржаков навечно останется в благодарной памяти народа, будет служить ярким примером подражания для многих поколений якутян. Кыйыннан кардыла, индике жөмчүлә, Сахам республикада.